Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в деревне Аникеевка. И здесь мы построили одноэтажный красивый дом вот с такой большой шикарной террасой. Терраса, кстати, вообще громадная. Вот посмотрите, вот отсюда, с этой стороны, ну, весь ее масштаб. Ну, конечно, мы еще зайдем в дом, посмотрим планировку, ну и красоту дома изнутри. Посмотрите, мощь. Вот этот весь масштаб. Это можно и потолок также обшить вагонкой. Здесь будет много воздуха, много пространства, класс. Пол, террасная доска, и кайфуешь здесь, гуляешь с чашечкой ароматного кофе. Классно, своим садом. Круто. Ну, еще раз посмотрите, масштаб. Я пойду сейчас в самый конец. Реально очень большая терраса. Класс. Это изюм. Изюминка этого дома. Круто. Пойдемте в дом. И попадаем мы в просторную кухню-гостиную. Это у нас гостиная, небольшой холл. Здесь раздеваемся. Там уютная спальня. Здесь гостиная, котельное помещение, санузел и еще одна спальня. Вот так вот. Вот это сердце дома. Везде все масштабное, просторное. Классно. Пойдемте дальше. Еще отмечу, что в доме везде очень большие окна. Конечно, мы сейчас это все закрыли, чтобы атмосферные осадки не попадали. Но вот эти большие оконные проемы, это, конечно, украшает сам дом. И так везде. Вот даже если спальню посмотреть, что в спальне у нас будет просторное окно большое, что в другой спальне, что с этой стороны. Тоже просторное такое панорамное окно, которое будет освещать естественным светом. Ну и украшать сам дом уже с внешней стороны. Класс. Обращайте внимание на внутреннюю часть дома. Это обычный брус. Ну как обычный? Природный, естественный пиломатериал хвойной породы, преимущественно сосна. Первый и второй сорт. Четко, красиво выложенный. Вот в таком деревянном стиле, в естественном виде вы его на старте и получаете. В дальнейшем, конечно, можно на втором этапе приходим и делаем утепление, настил фанеры, делаем утепление перекрытия, перегородки, если они необходимы, и обшивка стен где-то имитацией бруса, где-то гипсокартоном. То есть это уже по желанию наших клиентов. Также помогаем с коммуникациями. Ну, электрика, самое простое, отопление, водоснабжение, канализация. То есть это все без проблем. Также отмечу, что у нас по полу идут мощные половые балки. Ну и обвязка самая мощная. Сейчас покажу. Вот это, куда опираются половые балки, самая мощная. Прекрасно. 100 на 200. Вторая мощная половая балка. На эти два обвязочных бруса идет нагрузка всего дома и распределение потом на свайное поле. А дальше на нижний брус идет опирание половых балок наших мощных. То есть все бытовые нагрузки идет на этот брус, поэтому он должен быть мощным. Второй мощный. Мы в него врезаем вот такие половые балки. Сечение 100 на 200. Рассчитан на длину в 4,5 метра. Это прекрасно. Здесь все пролеты куда меньше, то есть все с запасом. Плюс можно сделать утепление здесь в 20 сантиметров минимум. Ноги будут в тепле. Как уже сказал, пиломатериал везде. По всему дому у нас первый и второй сорт, преимущественно сосна. Красив, благороден, изящен, шикарно. Очень красивый пиломатериал. В доме также мы делали везде окосячку оконных и дверных проемов. Вот эти короба. Они защищают окна, двери от усадочных процессов, чтобы двери и окна не зажимало. Ну и стеклопакет по итогу не треснул. Тоже очень важно. По потолку, если обратите внимание, тоже мощные половые балки. Мощный конек. Очень много крепежных элементов. Вот мощный конек, много крепежки. Стропилка. И везде еще дополнительно гидропароизоляционная пленка с контробрешеткой, обрешеткой и настилом металла. Для чердачных помещений такое нет необходимости, ну, вообще делать. То есть там, по сути, и так все проветривается, это логично. То есть для холодных кровель, в данном случае она холодная, она же не утепляется, утепляется вот здесь перекрытие. Можно было бы и не делать пленку и контробрешетку. Мы делаем. То есть это, я считаю, что это дополнительная забота о доме и очень
многократное, такое многодесятилетнее увеличение его срока эксплуатации. Даже если где-то по кровле будут протечки, это все попадет на пленку, там будет все вдуваться, и ничто не упадет уже сюда на утеплитель. Следовательно, утеплитель будет сухим и долго выполнять свою функцию. Ну и дом будет теплее, то есть все конструкции не будут гнить от возможно попадаемой влаги. То есть все будет идеально долгие-долгие многие десятилетия. То есть мы улучшаем вот эти. То есть у нас по низу мощные конструкции, у нас мощные половые балки, у нас хороший первый, второй сорт, шикарный пиломатериал, мощные половые балки тоже по потолку, очень хороший зимний пирог на холодной кровле, на чердачной. То есть все запасом. Также по кровле есть еще нюансы. И по крыше очень большие скаты. Дом не маленький, следовательно, крышу, она здесь прогнется. Вот. И у кровли очень большие скаты. И от снеговой нагрузки логично, что она может прогибаться. И чтобы не прогнулась, следовательно, нужны промежуточные стойки. И они есть. Вон там. Вот еще один небольшой прогон, который разгружает кровлю. Промежуточный прогон. Это тоже важно знать, потому что многие не делают, у них кровля потом прогибается. Следовательно, у листов металла появляется зазор, вода затекает, возникают проблемы. То есть мы делаем промежуточные прогоны, усиление по крыше. Это очень важно, я считаю. Еще один нюанс. Все внутренние перегородки, все внутренние стены, особенно когда они являются несущими, мы всегда делаем из того же бруса стенового 150 на 150. Никакого уменьшения по сечению никогда, даже не предполагаем. Даже и не предлагаем нашим клиентам. Брус 100 на 150 мы не применяем в принципе. То есть у нас вот 150 на 150 везде, что по наружке, что внутри, везде. То есть тут, и это я к чему веду, что если вы начинаете смотреть на дом не только с точки зрения его красоты, а с точки зрения еще конструктива, долговечности, что вот снизу начнете на все это смотреть и поймете, что здесь все на многие десятилетия, это на века. То есть это классно было построено. То есть надо смотреть еще не только вот с точки зрения там красоты и бюджета. Это все классно. Теперь, пожалуйста, объясните, что было в цену вложено. И я вам хотел сказать, какой у нас подход. Стартовый. То есть мы всегда делаем так. Мы не уменьшаем, не ухудшаем, там, не упрощаем технологию строительства. Мы на старте строим вот так вот. И красиво, и очень качественно. На старте. И, конечно, мы можем проиграть в конкурентной борьбе с теми компаниями, которые делают немножко попроще или там, попроще технологически, похуже. Я думаю, у каждого свой клиент. Кому надо круто, кому надо надежно, кому надо с первого раза, без геморройно, тот приходит к нам. Кому нужен возможный риск, тот найдет всегда себе вот тренировочное поле, там это извести всю свою семью и большой риск потери денег, вы всегда найдете эту компанию. Всегда. Это очень даже, я думаю, это 9 из 10. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом также качественно и также ответственно, такой же красивый, качественный дом, смело обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приглашаю вас на консультацию. Все вам расскажем, вы подчеркнете для себя много полезной информации. Сделаем вам первичный расчет, и вы уже приценитесь. То есть после нашей консультации у вас будет полнота информации. И будем рады, если примете решение и выберете нас для строительства уже вашего дома мечты. Давайте начнем первый шаг к своей мечте с консультации. До встречи. Пока-пока.